Как Якутск в целом справляется с сезонными проблемами, снегом на улицах и дворах, с лужами, с наледью? По данным с начала года на полигон с улиц столицы вывезли более 230 тысяч кубов снега. Проезжие части практически все очищены, но это то, что касается автомобильных дорог. А в каком состоянии сегодня находятся пешеходные зоны, в частности тротуары и дворы, узнала наш корреспондент Саргалана Захарова. Между нами тает лед, фраза из песни, прочно засевшая в умах людей, как гимн весенней оттайки. Тает с потеплением не только лед, но и снег, скопившийся за зиму. Если с проезжих частей его уже почти весь вывезли, то с пешеходными зонами дела обстоят не столь радужно. Где-то на каких улицах нормально, а на каких-то ненормально. Состояние тротуаров, конечно, оставляет желать лучшего, так как скользко, конечно, да. У нас для пожилых, конечно, и дуже, смотри под ногами, как бы не упасть. Причина – большое количество снега, который остался лежать на тротуарах. Его, как сказали в службе эксплуатации городского хозяйства, этой зимой не счищали намеренно. Мы знаем, что у нас, поверхность плитки, она, скользкая и не соответствует нашим зимним требованиям. Да. Много случаев было, когда в зимний период, расчищались у нас, тротуары, да, ну и были случаи травм, поэтому все-таки было принято решение, держать их, не в запущенном состоянии, а держать, в таком состоянии, чтобы скользко не было. Эксперимент экспериментом, но на сегодня тротуары как тропа испытаний, особенно для старшего поколения и мамочек с колясками. На смену проблеме скользких плиток в Якутске пришла другая – ледяных тротуаров. А во дворовых территориях горожан ожидают другие испытания – огромные лужи. Вообще нет, сейчас весной все это будет, здесь вся эта вода стоять. По темноте можно залезть в лужи, очень хорошо набрать воды. С детьми вообще опасно выходить. Если днем эти лужи еще можно хоть как-то обойти, то вечером, когда на улице холодает, все это превращается в лед. И от скользкого катка, который тебя окружает повсюду, уже никуда не убежать. И такая картина не исключение, а скорее правило для многих дворов столицы. В большинстве случаев эти зоны входят в ведение обслуживающих организаций, управляющих компаний. Но то ли люди не обращаются, то ли предприятия игнорируют свои обязанности. И здесь, как говорится, ждут, пока петух не клюнет. Тем временем только за первые месяцы года от гололеда пострадали в Якутии уже больше 2000 человек. Из них на Якутск приходится 450. Саргалана Захарова.